Всего 3 из 50 русских солдат уцелело в бою под Гудермесом. В одной из горных деревень их нашел председатель Чеченского фонда спасения Умар Джавтаев. Он-то и вызвал родителей в Хасавюрту. Я ехала с большим страхом. Меня провожали до самого дома сюда, и я не скрывала от Умара, что у меня совершенно было другое мнение о чеченских семьях. Когда я сюда приехала, я вам не могу передать, что как они меня встретили, как они вместе со мной делили мое горе. Даже приходили соседи, понимаете, соседи, женщины чеченские. Мы сидели, разговаривали, они нас жалели, то же самое плакали вместе с нами. Это, понимаете, это нельзя описать. Умар Джавтаев и представители Союза мусульман России договорились с боевиками о том, что пленных отдадут без всяких условий. Впрочем, одно было – обязательное присутствие журналистов программы «Взгляд». Али назвали тебя, да? Альви. Хорошо. Здравствуй. Леш, ты знаешь, что мы за тобой приехали? Нет, этого я еще не знаю. Родители ждут. Да, про родителей мне говорили. Да? Ну что, поедешь? Наверное, поеду, конечно. Или не очень хочется? Ну, почему хочется, но не совсем доверяю властям. Побаиваешься, да? Да. Ну, в общем, да. Как здесь живешь? Нормально, хорошо. Здесь нормально вообще. Кормят, одевают, обувают. Расскажи про семью, в которой ты живешь. Кто здесь вместе с тобой? Кто детишки-то висят? Это Расул. Это Расул, брат младший. Самый младший брат. Твой брат, да? Ну да, стал моим братом теперь. Самый младший. А сколько всего братьев у тебя и сестер? Ну здесь, как, родных-то, 2 сестры, 2 брата. Я 5-й, получается, среди них. Вот так вот он прям взял одежду и уедет, да? Вы его так отпускаете? Конечно. А не жалко вам, что уедет он от вас? Жалко, конечно. Мне тоже жалко. Жалко? Вала жалко. Ну, как сыну я его кормил. А если бы остался у вас совсем жить, как бы к этому отнеслись? Остаться можно, совсем жить. Могу я кормить его, честное слово. Вы были бы рады? Ну, это правда. Как тебя зовут? Юнус. Как? Юнус. Юнус? Да. Ну что, как ты живешь здесь? Нормально, хорошо. Как тебе относятся? Ничего? Ну, эта женщина вот ко мне относится как своя родная мать. Расскажите, как вас зовут? Байсарой. Ну, как вам парень? Нравится? О, молодец. Вот. Стакан твой. Помогает? О, мустадик. Это мой сын. Сун гат, мотос. Арах. Сун стакан сын يدخل. كل دال خاقي السكان القصتين ولا بعد. Это один Аллах может рассудить, отделял ли я его от своего сына. Юр, узнаешь документ? Да. Узнаю. Держи. Выходите, ребята.
там жил, да? Спасибо. Я ему говорю, живой. Живой, а он говорит, нет. Я его не отдам. Спасибо, спасибо. Ну что, Я иду. получить целость и сохранность? Ой. Ой, Сейчас. Целость и сохранность ваш? Мой. Проверь. Проверили, все хорошо. Так, все. Ой, Один спасибо. экземпляр мы вот передаем, протокол передаем председателю Союза мусульман Хачураеву. Пусть наступит мир на вашей земле. Этих ребят троих я брал со своей группой в Дурмесе. Они воевали честно, хорошо, нормально. За свою родину они свой долг отдали, как положено. Чтоб знали там, чтобы не преследовали. Спасибо вам. Давай, после войны. Обязательно. Где? Юра, где? Давай. Спасибо, Давай. Спасибо.